Аккуратно раскопать и очистить кости от прилипшей земли. Работы при раскопках требуют иногда ювелирной точности. Поисковики сначала орудуют большими лопатами, после же инструмент подбирают все меньше и меньше. Затем останки очистят при помощи кисточки. В этой братской могиле захоронены двое бойцов Красной Армии. Останки лежат практически друг на друге. По первичному осмотру один из погибших был убит выстрелом в голову. Это можно понять по разбитому на малые части черепу. Останки второго говорят о молодом возрасте погибшего. Мы обнаружили фрагмент винтовки Мосина, саперную лопату, штык от винтовки Мосина. Есть еще только что подняли медальон. По этим личным вещам и по вооружению, естественно, эти бойцы рабоче-крестьянской, скажем, Красной Армии. То есть солдат Красной Армии, которые непосредственно защищали склоны этого Терского хребта. Склоны Терского хребта помнят не одно славное сражение Великой Отечественной войны. Эти зеленые луга на десятки километров вокруг были полями ожесточенных сражений в 40-е годы. Здесь, недалеко от города воинской славы Малгобека, проходила передовая линия обороны Закавказского фронта. И поэтому погибших тысячи. При проведении раскопок важна каждая деталь. Иногда в могилах находят медальоны с именами погибших бойцов, поэтому важно проверить каждый сантиметр могилы. Обычно свои данные бойцы оставляли на фляжках или же бумагах, завернутых в гильзу патрона. Если удастся опознать личность погибшего, поисковое братство страны сделает все возможное, чтобы найти родственников бойцов и провести похороны на родине погибшего. В противном же случае поднятые останки предадут земле рядом с Малгобеком. Всего поисковики в Ингушетии за 10 лет нашли останки свыше 1,5 сотни бойцов. Мы подняли где-то, получается, 162 бойца. Из них 8 мы сумели найти родственников, а 6 доставили на малую родину. Там сделали торжественное захоронение. 19 февраля в Ингушетии стартовала очередная вахта памяти. Для участия в ней в республику приехали поисковики с Нижнего Новгорода, Дагестана, Северной Осетии. Совместные группы провели разведку этой части Терского хребта, чтобы провести здесь раскопки. И, как выяснилось, не прогадали. Оставалось одно место, нами разведанное, но мы не смогли его доработать, поскольку погода испортилась на тот момент. И сегодня мы обнаружили останки 2 бойцов, защитников Отечества, которые пали смертью храбрых при обороне города Малгобек. Линия фронта по Терскому хребту тянулась 28 километров. За 10 лет работы поисковики обследовали около 16 километров. Еще 12 следует проверить. А значит, работы еще немало. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев. Новости 24.